Самат Исланович, пожалуйста, есть вопросы представителю государственной кадровой службы? Да, есть один вопрос. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы привели пример статью 20 Конституции Кыргызской Республики о том, что в Конституции предусматриваются определенные ограничения в целях обеспечения национальной безопасности, общественного порядка и в связи с особенностями военной службы и государственной гражданской службы. Правильно? Да. Исходя из этого, считаете ли вы то, что предусмотренные законом Кыргызской Республики о государственной, гражданской и муниципальной службе является часть 17 статьи 8 и пункт 2, пункт 3, пункт 4 части 2 статьи 14 закона Кыргызской Республики попадают ли под действие статьи 20 Конституции Кыргызской Республики, именно в части ограничений? Именно я хочу уточнить разграничение государственного стажа и муниципального стажа, именно разграничение. Попадает ли это под статью 20 Конституции? Спасибо большое. Если вы не поняли мой ответ, я вам могу уточнить. Можете уточнить. Я понимаю то, что может быть немного замудренный вопрос получился, но смотрите, установление именно государственного стажа и муниципального стажа, разграничение его на иной профессиональной деятельности, попадает ли это разграничение под статью 20 Конституции Кыргызской Республики? Они являются квалификационным требованием, поэтому, по моему мнению, да, попадают так же, как требования к высшему образованию и остальные требования. Спасибо большое. Вопросов нет? Нет вопросов, да? Представитель Дёрки. Есть вопрос, можно будет задать? Уважаемый представитель государственной кадровой службы, у меня тоже продолжение вопроса обращающей стороны. В Конституции, как вы сказали, говорится о том, что ограничения могут быть введены также с учетом особенностей военной или иной государственной службы, правильно же? Исходя из этого, скажите, пожалуйста, здесь речь идет об ограничениях в отношении государственных или муниципальных служащих, либо же здесь речь идет об ограничениях прав граждан вообще? Именно в этой статье. То есть ограничения могут быть введены в отношении государственных служащих, либо же ограничения могут вводиться в отношении граждан. Это второе предложение части 2 статьи 20 Конституции. Вы вопрос поняли, да? Что-то... Это, у вас, наверное, есть ответ или нету? Нет, скорее. Хорошо. Еще есть вопросы? Еще один вопрос. До этого Эркинбек Тубекелович тоже задавал мне один вопрос. Уважаемый представитель ГКС, пожалуйста, вы не могли бы сказать, если знаете, конечно, на чем основывается формулировка этих стажей, да? То есть, исходя из каких критериев этот стаж он определялся. Например, на старшей должности год на госслужбе, 3 года по иной профессии и так далее, да? Какие-то критерии были при подготовке проекта закона, да? Извините, но при разработке данного проекта лично я не участвовал, поэтому я затрудняюсь. Понятно. Хорошо. Больше вопросов нет. Спасибо. Уважаемый судья, нет вопросов? Пожалуйста, Чинара Асхарбековна. Да, воспользуюсь тем, что вы здесь. Государственная кадровая служба на самом деле является госорганом, который определяет политику, наверное, в сфере государственной службы, да? И у меня тоже в связи с этим вопрос, тот же вопрос. Оценка деятельности государственных служащих. Как систему, наверное, скорее всего, вы предлагали, да? Через ГКС это проходило? Да. И самый, можно быть сказать, главное направление этой оценки в чем заключается?
Оценка деятельности служащих является неотъемлемым компонентом единой системы оценки деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, их структурных подразделений и персонала в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики. Оценка деятельности служащих проводится в целях повышения качества, результативности и эффективности работы государственного органа местного самоуправления путем стимулирования служащих к достижению высоких результатов профессиональной деятельности. То есть она должна быть направлена на эффективность, да, наверное, государственного служащего на этой государственной службе. Спасибо. Пожалуйста, Мергуль Расулбекова. Я вернусь к законопроекту, который Бекешев предлагает, да, но там Бекешев предлагает сравнять вот эти квалификационные требования к стажу, да, как в государственной службе и в иных других службах. Значит, ваше мнение по этому вопросу, наверное, все-таки перед тем, как отправлять в комитет, или комитет вам отправляет, ваше мнение по этому законопроекту какое было? Вы имеете в виду мнение госкадровой службы или лично? Нет, понятно. без личного мнения, наверное, нет здесь кадровой службы. Ну, позиция Именно- имеется в виду. Именно по данному проекту госкадровая служба, другой сотрудник как бы готовил. Понятно. Я не смогу поэтому. У меня нет. Так, еще вопросы есть? Нету. Спасибо, Алтынбек. Присаживайтесь, пожалуйста.